Здравствуйте. Доброе утро. Новую неделю с наилучшими пожеланиями вам начинаем мы, Рустем Каримуллин и Асоль Мухамедянова. Пусть этот день станет для вас ярким, насыщенным, позитивным делами и настроит на всю неделю. Мы начинаем программу. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. А также новые упражнения от Асоль. Диджеи из Новосибирска Евгения Денисова и Роман Калинкин, которые уже несколько лет живут в Милане, устроили вечеринку для соседей прямо на балконе, чтобы поднять им настроение во время карантина. Музыканты играли для соседей чуть больше часа, но когда они закончили, балконы взорвались аплодисментами и благодарностью. И карантин не нарушили, и настроение подняли окружающим. Мы же расскажем о наших диджеях, которые также работают на благо слушателей, и не только в эти дни. Дневные походы в кафе для Леонида Панфилова редки и непривычны. Леонид – диджей, поэтому чаще всего в кафе и ресторанах его можно увидеть вечером или даже ночью. И это для него далеко не место отдыха, а работа. Иногда надо отдыхать, устаю от громкой, иногда слишком музыки просто бывает. А так фактически никогда не останавливаюсь в этом плане, потому что занимаюсь сам музыкой тоже, пишу и слушаю много всего постоянно, что-то новое. То есть постоянно надо как-то развиваться и самому играть. Хороший отдых, по мнению Леонида, это встречи с друзьями в тихих, уютных местах. Или написание музыки. Или демонстрация друзьям, главным слушателям, своих творений. После музыка отправляется в трек-лист диджея, а значит на танцпол. Это что такое? Что за движение этот характер? Подгоняют. То есть вот эти штуки, джоги, они вроде как имитируют пластинку. И когда запускаешь один трек и другой трек, нужно их иногда подогнать по скорости, и из-за этого они их трогают. Или либо это используется, если ты делаешь скретч. Скретч — это такой вот звучок при фристайл-игре, при хип-хоп-игре используется. Рустем Гайзуллин каждое утро создает настроение и дарит позитив всем слушателям Болгар Радио СМ. Диджеем себя не позиционирует, но в случае необходимости может сесть и за пульт. На волне 91,5 Рустем ведет утреннее шоу. Свой первый эфир помнит, как будто это было вчера. Это было ужасно. Это, если к 6 было у нас к эфиру, уже 3:30 будильник прозвенел, 2 января, сами представляете, да? Но я думаю, специальный такой ход сделал Ильнур Фейзазанович, руководитель. В этот период с утра все равно никто не слушает. И именно поэтому, я думаю, со 2 января нас выпустили в эфир. 10 дней выходных, никто не слушает. Мы старались как могли. Это был такой шок для нашего слушателя, когда штиль, вода спокойно, и кто-то ныряет, да, вот этот всплеск произошел на радио. Приняли это по-разному. Не все сказали: «Вау, круто! Наконец-то они появились на радио!» Было много врагов среди слушателей, не все нас поняли, письма писали, звонили, потому что не привыкли пока к этому формату. И спустя 3-4 месяца поступали звонки уже об обратном. Браво, спасибо, круто, хорошо. Причем я подразумеваю, что это те же самые люди, наверное, писали и звонили. Любовь слушателей самое важное для любого диджея, независимо от того, работает он на радио или на танцполе. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в сети интернет-мессенджерах появилось много недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки, формирование панических настроений среди населения. Какая юридическая ответственность предусмотрена за подобные действия? Узнаем у Тимура Кокоха, председателя исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Доброе утро, Тимур. Доброе утро, Тимур. Итак, что грозит и как будут привлекаться к ответственности за подобные фейковые вбросы об инфекции? Да, действительно, данной информации достаточно большое количество, и данную информацию сейчас проверяют и правоохранительные органы.
Существует у нас нашим административным законодательством, а именно статья 13.15 Кодекса административных правонарушений, такой состав, как злоупотребление свободой массовой информации. 13.15. Да, 13.15, да, который как раз-таки и говорит за распространение заведомо ложной, общественно значимой информации, да, которая впоследствии может повлечь угрозу жизни и здоровью человека и гражданина, его имуществу, нарушение общественного порядка и общественной безопасности, да, а также функционирование объектов социального обеспечения. За все это предусмотрена юридическая ответственность в виде административного штрафа. А как можно, вот, скажем так, вычислить этого человека? Потому что вот эти сообщения, мне кажется, которые, ну, каждый из нас буквально получал в эти дни. А кто-то делал? Да, распространялись ведь не только, например, по Татарстану, вот, и в других регионах, и в других городах, и одинаковые они. Безусловно, такая информация есть, да, также есть вот пример, буквально недавно привлекли к административной ответственности жительницу Амурской области, да, которая записала аудиозапись, что в их регионе масштабно, так скажем, люди инфицированы, да, ее вычислили по ее голосу. То есть провели такую некую экспертизу, да, она была общеизвестная, так скажем, вот ее нашли и уже привлекли к ответственности. Ну, получилось, что люди нашли непосредственно исполнителя. А правильно ли мы понимаем, Тимур, что даже, например, перепост в социальных сетях может стать причиной, нарушением, вернее, может стать. Да, в том числе, но тут нужно понимать, то есть осознавал ли человек, был ли у него прямой умысел, да, для распространения данной информации, или он просто, ну, как бы случайно, как мы это любим делать, делают репосты, особенно в публичных сетях. Ведь как раз-таки закон говорит о том, что именно путем средств массовой информации, либо электронных мессенджеров, в том числе и сети интернет. Это как вирус распространяется. Да, просто, в том числе. Давайте немного поговорим о другом. Итак, какие виды наказания установлены за нарушение данной статьи? Что грозит? Да, там существует у нас перечень административных штрафов. В отношении физического лица это сумма от 30 тысяч до 60 тысяч рублей с конфискацией предмета совершения правонарушений. Да, это ноутбук, может быть, это телефон и так далее. Да. В отношении должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также с конфискацией совершения административного правонарушения. Но стоит отметить, что если данные действия действительно повлекли, например, смерть гражданина, да, то санкции достаточно высокие. Там уже от 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона. То есть ради хайпа люди идут на такие преступления? Ради хайпа люди не должны идти, чтобы вот с такими серьезными штрафами столкнуться. И это нужно, наверное, уже всем понять и однозначно закрепить. Если сменить тему немножечко, но опять же возле этого же коронавируса. На сегодняшний день уже очень многие страны закрыли свои границы, а люди уже билеты купили, поездку оплатили. И сейчас они остаются на своих местах, и есть ли у них возможность законным путем вернуть деньги по несостоявшимся. Просто многие, скажем так, турфирмы перенесли поездку людей на более длительные сроки, но когда это будет, в общем, люди хотят вернуть деньги, а им не возвращают. Ну, понятно, но туристические фирмы не могут самостоятельно перенести там дату, время и так далее, да, то есть по соглашению сторон, если вы взяли свою путевку на определенную дату, вы, безусловно, можете вернуть полную стоимость данной путевки. Об этом также говорит обзор судебной практики Верховного суда. Вот. То есть это форс-мажор? Нет, это не форс-мажор. То есть если государство, например, Российская Федерация рекомендует гражданам не посещать те или иные страны, например, как сейчас, да, там Китай, Иран, Италия и другие страны. В таких ситуациях, да, безусловно, вы можете обратиться к своему туроператору с просьбой возместить полную стоимость вашей путевки, да, сослаться на федеральный закон о защите прав потребителей. Кроме того, существует также федеральный закон об основах туристической деятельности, где также указано, что гражданин может вернуть полную стоимость. Но если же туроператор, естественно, отказывается вернуть, вы также можете обратиться в суд. То есть, если туроператор не реагирует на заявление и на претензии, то есть можно обратиться сразу то есть необходимость есть все это оформить, написать претензию, отправить, например, по почте с уведомлением, а данный корешок уже потом при подаче искового заявления в суд прикрепить со всем пакетом документов. Ну вот...
Собственно, по некоторым вопросам, которые уже сколько дней циркулируют в нашем обществе, какие-то ответы, я думаю, получили. Да. Спасибо большое за такой важный разговор. Спасибо большое, что пришли к нам. Здоровья вам и приходите к нам еще. Берегите себя. А мы продолжаем программу «Гороскопом» на сегодняшний понедельник, который, по предсказаниям астрологов, будет непростым для большинства знаков зодиака. Возможны перепады настроения и раздражающие маленькие отвлекающие факторы. Они могут временно привести к разногласиям с окружающими. А теперь предсказание для каждого знака. Овны, у вас подходящий день для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Браться за что-то совершенно новое нужно с большой осторожностью. Хорошо, если у вас будут помощники. Действуя в одиночку, вы рискуете быстро заскучать и утратить интерес. Такое бывает. Тельцам сегодня не помешает немного легкомыслия. Некоторые вещи и ситуации совершенно не заслуживают внимания. Многие проблемы, возникающие сегодня, вскоре решатся сами собой, так что волноваться не о чем. Исключением являются финансы. Здесь нужен самый ответственный подход. Впрочем, как всегда. Да. Близнецам захочется развлекаться и веселиться, но день требует совершенно другого. Появится много задач, требующих немедленного решения и вопросов. А дела, даже самые неприятные, не откладывайте. Но потом, чем раньше вы возьметесь за них, тем быстрее добьетесь нужного результата. Раки. День кажется спокойным, но все же проходит не так легко и гладко, как хотелось бы. Ваши недоброжелатели что-то замышляют, и вы должны быть начеку, чтобы вовремя расстроить их коварные планы. Не помешает поддержка влиятельных людей, но нужно помнить, те, кто сегодня помогает вам, скорее всего, вскоре потребуют какой-то платы за это. Да, это очень грустно. У львов благоприятный день для общения. Вы можете говорить все, что приходит в голову, и никто на вас не обидится, не затаит зла. Вы энергичны и способны преодолеть любую преграду, однако вашим союзникам трудно придерживаться такого же темпа. Не требуйте от них слишком многого. Многих представителей знака Девы будет отличать надежность. Им можно будет полностью доверять, потому что, начав какое-нибудь дело, они доведут его до конца. И способны получить немалую прибыль. Молодцы, какие девы. Вторую часть гороскопа вам придется подождать. Мы обязательно ее озвучим. А пока обратимся к теме здоровья. Расскажем о заболеваниях паращитовидных желез. Это небольшой эндокринный орган, который, тем не менее, играет важную роль в нашей жизни. Околощитовидные железы. Их 4. 2 справа и 2 слева от щитовидной железы. И они очень мелкие, так что если что-то с ними произошло, то диагностам распознать ухудшение бывает очень сложно. А значение этих желез для человека исключительно важно. Околощитовидные железы вырабатывают, на самом деле, очень важный гормон для организма, парадгормон, который регулирует практически весь фосфорно-кальциевый обмен в организме человека. Естественно, когда этого парадгормона вырабатывается слишком много, возникает одна патологическая ситуация. Когда его вырабатывается слишком мало, меньше нормы, создается другая клиническая ситуация. Повышенная выработка парадгормона приводит к появлению опухолевидных образований паращитовидных желез. Избыток парадгормона начинает разрушать костную систему. Причина такова. Провоцирует выход кальция из костной ткани, его становится в крови больше, чем нужно. И когда в крови циркулирует повышенное количество кальция, начинает оказывать негативное воздействие на внутренние органы, и возникает так называемая висцеральная форма вот этого заболевания, когда поражается желудочно-кишечный тракт, почки и так далее. Заболевание не так просто в диагностике, то есть, потому что оно очень долго может себя ничем не проявлять, а уже чаще всего мы получаем пациентов на стадии действительно выраженных изменений со стороны костных структур. Несмотря на то, что симптомов обычно нет, болезни диагностируют врачи другого профиля. Причина в паращитовидных железах, а болит обычно что-то другое. Врач-уролог начинает сомневаться, почему у данного пациента так часто образуются камни в мочевых путях. И оказывается, что причина именно в нарушении синтеза парадгормона, который способствует вот этому накоплению лишнего кальция в крови. Медикаментозное лечение проводится в течение полугода-года, после чего врач понимает, эффективны ли лекарства. Если нет, остается лишь радикальное удаление железы полностью.
В большинстве случаев пациенту нет необходимости принимать длительные или пожизненно какие-то лекарственные препараты, потому что оставшиеся паращитовидные железы, неизмененные, вполне справляются с этой выработкой по функции выработки парад-гормона. И какие-то препараты, как правило, не требуются дополнительные. Хотя в каждом индивидуальном случае решается все по-особому. При принятии решения о том, какой метод лечения выбрать, проводится несколько анализов и выбирается оптимальный вариант. Если он выбран верно, прогноз излечения благоприятный. Интернет-газета «Реальное время» проводит фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года публикуются фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте советской Татарии, о ее выдающихся людях. Редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана. А мы в нашей программе ежедневно рассказываем о событиях прошлого века, которые стали значимыми в истории. Каким стал такой же день, 23 марта, в разные годы? Смотрите сейчас. На календаре 23 марта. Этот день на протяжении столетий оставил о себе яркий след. Итак, в этот день, в 1874 году, на навозном обрыве Казанки, между поперечными Красными улицами, владельцам домов было разрешено устройство сквера за собственный счет. Процесс затянулся до 1896 года, но в результате сад, названный Фуксовским, был открыт и радует горожан до сих пор. 23 марта 1879 года в Молдавии родился Петр Дульский, искусствовед, много сделавший для сохранения церковных и художественных ценностей Казани в первые годы советской власти. С 1911 года он преподавал здесь рисование, а в 1914 году вышел его труд «Памятники казанской старины». С 1936 Дульский стал первым председателем правления Союза художников республики. В этот день, в 1918 году, в газете «Правда» вышла статья Народного комиссара по делам национальностей Иосифа Сталина о Татаро-Башкирской Советской Республике. В мае на ряде совещаний в Москве обсуждались вопросы создания такой республики. В это же время свое предложение о будущем мусульманских народов озвучил комитет членов учредительского собрания. В августе Камучем были разработаны основные положения проекта о национальной автономии тюрко-татар внутренней России и Сибири. Реализации помешало начало гражданской войны. 6 августа 1918 года Казань была захвачена армией Камуча, в которой состояли белогвардейцы и белочехи. 23 марта 2001 года Государственный объединенный музей получил новое имя и стал называться Национальным музеем Республики Татарстан. В этот день, в 2006 году, в Государственном совете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Российский парламентаризм. Исторический опыт и современные тенденции развития», посвященная столетию Государственной Думы России. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан направил распоряжение, в котором отметил необходимость принимать в приходах и монастырях профилактические меры по предотвращению коронавирусной инфекции. Попросил соблюдать санитарно-гигиенические меры в приходах и монастырях Казанской епархии, а в случае необходимости следовать врачебным инструкциям и предписаниям. Особо митрополит призвал, цитирую, «духовенство сохранять трезвомыслие и молитвенное спокойствие, не поддаваться панике и страхам, связанными с распространением непроверенной информации об инфекции». Мы приглашаем вас в телепутешествие в село Кулаево, где расположена Спасская церковь, или как ее еще называют, Церковь Животворящего Креста Господня. Мы любим крайности. Или все, или ничего. Это мешает нам реалистично оценивать себя и окружающих. При этом мы интуитивно ощущаем несовершенство мира, сознаем, что в нем много полутонов, и они чаще всего, что называется, правят бал жизни. Интуиция – важная составляющая нашего внутреннего мира. Если она согласуется с религиозными воззрениями, то приобретает символический характер, превращается во внутренний храм, в образ присутствия вневременного во временном, бесконечного в конечном. Храм, как архитектурное строение, напоминает нам о некой другой жизни, напоминает о небе, внешнем
и внутреннем, потому что душа каждого человека имеет свое небо и свою звезду спасения на нем. Храм приобщает человека к божественному началу мира и самого себя. Храм Животворящего Креста Господня в селе Кулаево в силу времени, обстоятельств, мировоззрения людей в непоследней степени, оказавшийся за околицей, не перестал быть важной составляющей села. Идут сюда люди и с радостью, и с болью. Знает, отец Александр поможет, утешит, посоветует. И пусть на будние службы приходит не так много людей, как хотелось бы. В празднике предел в честь Смоленской иконы Божьей Матери всегда полон народу. Вся храмовая жизнь пока проходит здесь. Главный предел и Никольский пока законсервированы и ждут реставрации. Бог даст, вернется к Кулаевскому храму былая слава. Этому храму всегда везло на священников. Сегодня здесь по крупицам собирают факты и историю, связанные с прошлыми годами здешнего служения. Вот что я хотел рассказать о священнике, который служил в нашей церкви 11 лет. Епископ Никодим, Николай Павлович Боков. То есть очень замечательный человек. Он родился в Тамбовской губернии в 1850 году. Первая его церковь, где он служил священнику, это как раз была Кулаевская церковь. Это я про него рассказывал, что он 400 человек исповедовал, по 2,5 дня не выходил из церкви. Он принял монашество, он был ректором Симбирской духовной семинарии, потом служил в Сарапуле, Сарапульской епархии, потом Рязанской, Благовещенской, Полоцкой, и последнее место его службы была Астраханская епархия. Там он умер в 1914 году и был последний из архиереев, который захоронен в Успенском соборе Астраханского Кремля. Вот. Мы мало задумываемся над тем, что плывем из прошлого в будущее через настоящее. Мы вдыхаем воздух из нашего будущего, а выдыхаем в наше прошлое. Стоит этому процессу прекратиться, и прервется наша жизнь. В Татарстане на территории природных заказников Свияжский и Кичкатан поселились лебеди, прилетевшие с зимовки. Пернатые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам. В начале марта птиц заметили в Спасском районе на территории природного заказника Спасский в пойме реки Волги. Раннее возвращение пернатых специалисты связывают с аномально теплой погодой. Водоемы, куда прилетели лебеди, уже вскрылись ото льда, и птицы спокойно смогут найти себе пропитание. О том, какой выдастся погода в Агрызе на этой неделе и другие интересные факты об этом муниципальном образовании расскажем прямо сейчас. Доброе утро! На календаре понедельник, а это значит я, Ольга Латфулина, готова рассказать вам об одном из уголков Татарстана. Сегодня это будет город, жители которого уже никак не реагируют на стук вагонных колес. Они привыкли к шуму поездов. Почему? Узнаем в ближайшие 3 минуты, когда я расскажу вам об Агрызе и погоде в нем. Пока готовилась к сегодняшнему выпуску, задумалась, а как называют жители Агрыза? Вот такой вам вопрос на засыпку. Город железнодорожников. Через него проходит крупный железнодорожный узел. Рельсы и шпалы расположены прямо в центре города. Каждые сутки станция пропускает через себя больше 200 поездов в 4 направлениях, в том числе и на Урал. Специфический запах железной дороги, сложная смесь криозота, солярки и мазута пропитал окрестные улицы. Но жители Агрыза и к нему тоже привыкли и ни в коем случае не жалуются. Больше четверти населения города работает в этой структуре. Антипод гремящему локомотивами центру – остальной Агрызский район. Спокойный уголок северо-востока нашей республики. Здесь активно развивается сельское хозяйство. Под угодье отдано 60% площадей, и все они не стоят без дела. Здесь разводят скот, выращивают зерновые культуры, рожь, пшеницу и ячмень. Любимые направления у агрызских фермеров – пчеловодство и молочное животноводство. Последнее
последнее в приоритете. 80% действующих в районе крестьянско-фермерских хозяйств занимаются разведением крупнорогатого скота. Локомотивом, но уже не железной дороги, а экономики района выступает местный мясокомбинат, чуть ли не единственный значительный промышленный центр в районе. В Агрызе есть нефтяные месторождения, торф и много строительных ресурсов – известняк, глина и песок. Это край природных богатств с отличным климатом, самый увлажненный и прохладный в Татарстане. Значительная территория района считается заповедной. Это многочисленные озера природного комплексного заказника Кичке-Тан, сказочные леса южно-таежного типа, уникальный Красноборский геологический разрез, возникший в ледниковый период, пойма реки Кырык-Мас. У туристов есть немало поводов, чтобы посетить эти места. И вот вам еще один. Недалеко от Агрыза в поселении Иш-Бабья сохранилось несколько исторических зданий. Мечеть, дом братьев Губайдуллы и Абдуллы Нигматуллиных. Они прославились тем, что в конце XIX века открыли здесь центр подготовки педагогических кадров, деятелей науки и культуры тюркских народов. Еще один памятник только природы – это протекающая через весь район река Иш из-за уникального состава воды. В некоторых из ее притоков зафиксировано повышенное содержание ионов серебра. Другое сокровище Агрызского района лежит буквально под ногами. Это лечебная торфяная грязь. Она успешно применяется при лечении в одном из санаториев соседней Удмуртии. В 2006 году был утвержден герб Агрызского района. Изображенный на нем всадник в национальных одеждах отражает легенду об основателе этого поселения по имени Агрыз, на татарском Эгерже. Теперь пришло время рассказать о погоде. Сегодня она совсем не весенняя. Температура воздуха составит -3, -5 градусов. Зато будет светить солнце. Завтра, во вторник, станет значительно теплее, до +3 градусов. Солнышка уже не будет. В среду до +3 градусов. Четверг и пятница будут кардинально отличаться от начала рабочей недели. Воздух прогреется до +10. И такая погода сохранится и в выходные. Что не может не радовать. На этом у меня все. Я желаю вам продуктивной и в то же время легкой рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Увидимся через неделю. Здравствуйте, мы продолжаем. Американские исследователи установили, когда лучше всего принимать пищу, чтобы сохранить здоровье и бодрость. Время завтраков, обедов и ужинов играет ключевую роль для состояния здоровья человека. Оказалось, что углеводы лучше усваиваются в первой половине дня, а жиры сжигаются во время сна. Об этом стоит помнить, составляя меню. Ученые сделали вывод: если хочешь похудеть, не ограничивай себя в завтраке. Лучше поужинать пораньше, чтобы интервал между вечерним и утренним приемом пищи был максимальным. А вот что знают юные эксперты о завтраках. Завтрак? Что это такое? Завтрак – это еда, которую едят утром. Она бывает большой и маленький. На завтрак кладут яблоки, груши, банан, апельсин, персик, мандарин, виноград, дыню, арбуз, сливу, киви. И поэтому я молодец. На завтрак дают кашу, но не одну и ту же, а разную. Манную, овсяную, гречневую. Завтрак едят на кухне и утром. А если тебе дали котлету или суп, то это не завтрак, а обед. А я люблю завтрак, потому что дают там булочки, и булочка с маслом, и булочки с сыром. Я совсем не ем кашу на завтрак, даже конфетную. А ем яичницу, бутерброды, чай, хлопья. Это мой настоящий завтрак, а в садике я завтраки не люблю. Утром нужно есть любую кашу для силы. Рисовую, овсяную, но больше всего полезная – это гречневая. А если не съешь, то будешь весь день вялым, как дерево на ветру. А если ты долго спишь, то завтрак превращается в обед. На завтрак едят только полезную еду, но и немножко вредную. Например, сначала съели суп, а потом
конфеты или пастилу. А вредную еду едят только глупые люди, которые не знают, как уважать пищу. И потом через 10 лет они умрут или заболеют. Их, конечно, очень жалко, но они сами виноваты. Продолжим о вкусном. Блюдо курица с яблоками пришло к нам из древности. Дичь целыми тушками готовили издревле. Фаршированные блюда подавали в праздники, наполняя их различными начинками. К примеру, курица хорошо сочетается с рисом и яйцом, фаршем и орехами, свининой и грибами, картофельным пюре, миндалем и сухофруктами, манной крупой, хлебом, гренками и шампиньонами. Скорее всего, еще и гречкой. Так что экспериментируйте и готовьте с удовольствием. Сегодня мало кого можно удивить сочетанием фруктов и мяса. Именно поэтому сейчас мы приготовим сочную хрустящую курочку с ароматными пряными яблоками. И для этого нам понадобятся куриные бедрышки, соль, перец, оливковое масло, тимьян и яблоки. Для начала поперчим и посолим курицу с обеих сторон, затем обжарим на оливковом масле с добавлением тимьяна. Курицу и яблоки мы специально обжаривали отдельно по одной простой причине. Им нужно было разное время для того, чтобы дойти до кондиции. Курицу нужно было приготовиться и стать сочной и мягкой. Яблокам же не нужно было доходить до состояния пюре. Они должны остаться немножко тверденькими внутри. Сейчас мы их соединим, поженим, подружим и дадим потомиться буквально 3-5 минут для того, чтобы это стало полноценным единым блюдом. Что важно? Когда вы выбираете яблоки, лучше отдавайте предпочтение сладким сортам, потому что здесь именно вы получите тот самый непредаваемый контраст за счет соли, пряности и ароматов курицы и сладости яблок. То есть с кислыми яблоками получится не совсем так, либо вам придется их как-то регулировать сахаром. Зачем, если можно выбрать просто сладкое яблоко, как мы и поступили. В общем, друзья, ужин на ваш сегодняшний вечер, вот он лежит прямо передо мной. Либо же запланируйте его для того, чтобы подать к праздничному столу. Вот так легко готовится ужин. Скорее всего, на видео. Да. Руками, наверное, посложнее будет. Ну почему же нет? Попробуем и продолжим. Один известный древнекитайский врач во II веке нашей эры, практиковавший лечение и упражнения, утверждал, когда дверная ручка постоянно в движении, она не ржавеет. Когда человек много двигается, он не гниет. Через совершенство тела к совершенству духа. Принцип мастеров ушу. Противопоказаний для занятий практически нет. Ни пол, ни возраст, ни вес, ни отсутствие начальной физической подготовки, ни помеха. Так что двигайтесь, разминайтесь и будьте здоровы. Хой! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Алмаз, какое упражнение разучим мы сегодня? Знаешь, Асоль, хочется тепла и лета, поэтому упражнение у нас будет сегодня гусеница. И что же будет делать наша гусеница? Она будет учиться правильно падать. Начинаем. Встаем на коленки. А пусть нам покажет Радмила с Аминой, как правильно Конечно. выполнять упражнение. Девочки, встаем на коленочки. Ручки на груди. Упали на пол, ставим ладошки. Так мы учимся правильно падать. И упали. Раз. Отлично. Два. Вставим в упор лежа. Так, похоже на планку. Да. Укрепляются руки, пресс, спина. 3. С прыжка подтягиваем колени к груди. Хоп. Здесь у нас работает кардио, а также пресс.
И обратная гусеница. Ножки назад выбрасываем и ложимся на пол. 4. 5. Принимаем исходное положение на колени. Ручки также на грудь. Сколько нужно повторять это упражнение? Повторяем 8-10 раз. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы! Прям точно понимаю, что, Ассоль, ты выполняла упражнение гусеницы на 100%, потому что только так из такой гусеницы могла такая бабочка получиться. Ой, надо же. Рубрика «Утренние комплименты». Спасибо, дорогой напарник. Ну а сейчас несколько практических советов по уходу за кожей для красоты и сохранения молодости. Красота нашей кожи напрямую зависит от качественного очищения. Какие бы бьюти-новинки с идеальным составом вы не использовали, если лицо очищается неправильно, все усилия будут напрасными. Наши советы помогут вам сделать эту процедуру максимально эффективной. Снятие макияжа и очищение не одно и то же. Полноценное очищение включает в себя не только снятие макияжа. Для удаления косметики используйте мицеллярную воду, молочко или другое средство для демакияжа. Умойте лицо пенкой или гелем, которые глубоко проникают в поры и очищают кожу от оставшихся загрязнений. Салфетки для снятия макияжа можно использовать крайне редко, в походных условиях. Очищайте лицо дважды в день. Если у вас сухая или нормальная кожа, утром будет достаточно легкого умывания прохладной водой. Используйте для этого мягкую кипяченую воду. А вот вечером следует тщательно очищать лицо. На его поверхности накапливаются жир, загрязнения и ороговевшие клетки, которые препятствуют нормальной работе сальных желез. И вечернее очищение кожи создает все условия для того, чтобы она отдохнула и восстановилась ночью. Подбирайте средства для очищения по типу кожи. Выбирая средства для умывания, отталкивайтесь от типа кожи. Комбинированные и жирные потребуются очищающие средства на водной основе, пенки, муссы, желе. Если же ваша кожа страдает от сухости, выбирайте мягко работающее молочко, крем для очищения или средства на масляной основе. Не игнорируйте тоники. Тонизирование – важный этап в уходе, который многие склонны недооценивать. Большинство продуктов для умывания смываются с кожи не до конца. Павы, которые продолжают находиться на поверхности, провоцируют сухость и раздражение. Тоники удаляют остатки средств для умывания, закрывают поры, восстанавливают pH-баланс и подготавливают лицо к нанесению уходовых средств. Очищение лица и отшелушивание кожи – это разные вещи. Если вам нужно очистить поры, а не отполировать поверхность кожи, используйте не скраб или пилинг, а любое средство для умывания. Они хорошо растворяют разного рода загрязнения, находящиеся внутри пор. А вот для отшелушивания ороговевших клеток раз в неделю используйте пилинг или маски с кислотами. Абразивные частички этих средств снимают верхний ороговевший слой кожи, при этом не попадая в поры. Обращайте внимание на состояние кожи. Если при умывании вы ощущаете легкое пощипывание, но покраснений нет, вам показаны средства для чувствительной кожи с успокаивающими компонентами в составе. Если вы начали замечать на своей сухой коже воспаление, переходите на продукты для нормального и сухого типа кожи с легким антибактериальным эффектом. Если же кожа стала жирниться, уделите внимание качественному увлажнению и выбирайте средства для умывания с увлажняющими компонентами. Приучите себя всегда полноценно очищать лицо. Даже если вы очень устали к вечеру, не позволяйте себе умываться на скорую руку. Придерживаясь базовых принципов очищения, вы сохраните кожу молодой и упругой на долгие годы. Молодежь Татарстана приглашают к участию в конкурсе, посвященном движению декабристов. Проект направлен на приобщение молодежи к идейному, культурному и творческому наследию декабристов, движение которых стало значительным явлением в истории России.
А теперь о другом конкурсе, уже завершившемся. Лучшей социально ориентированной компанией в российской энергетике стала одна из ведущих татарстанских. Победа одержана в номинации «Молодежная политика». Как привлекают к здоровому образу жизни молодых сотрудников компании, расспросим у Эльвиры Загидуллиной и Регины Мухамедхановой. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Итак, вопрос первый. Сколько молодых людей работает в компании и насколько молодежной ее можно назвать? Так. Молодежи у нас в компании около 1500 человек. Это 30% от общей численности всей компании. Вот это да. Действительно молодежная. Это прилично, но, как мы знаем, это не первая победа в подобных конкурсах. Что было раньше? Расскажите, пожалуйста. В данном конкурсе мы принимаем уже 3-й год. Участие, да? Да, принимаем участие 3-й год. Он проводится уже 3-й год. В нем участвуют крупные энергетические предприятия, организации Российской Федерации. Так. Вот. В 1-й год мы выиграли в номинации «Социальная политика. Помощь детям, семьям и детям». 2-й год мы выиграли в номинации «ЗОЖ». И вот в этом году молодежная политика. Ну, давайте о здоровом образе жизни поговорим. Итак, какая работа ведется у вас в этом направлении? В нашей компании проводится спартакиада по 10 видам спорта. По 10? Да. Можете хотя бы чуть-чуть там, помимо самых популярных, мы понимаем, что там легкая атлетика. 3 основные. Лыжи. Настольный теннис, плавание. Да, интересно. Твой любимый вид спорта? Обожаю. Просто как включу, так оторваться не могу. Да, любой сотрудник у нас может найти себя в любом виде спорта, поэтому мы захватываем основное количество видов спорта и стараемся виды спорта, которые, наверное, на любителей даже больше. Да. Такие же турниры по боулингу, да, конечно. Те, которые не смогут себя проявить, шахматы. А у вас, наверное, раз все со спортом так связано, и молодежи много, наверное, производственная гимнастика еще есть. Утренняя. Раз, и два. Хотели про это рассказать. Да. Расскажите подробнее, пожалуйста. У нас введена производственная гимнастика. Производственную гимнастику мы ввели не просто так. Мы сначала обязательно, все сотрудники прошли медосмотр на их общее состояние здоровья. А потом по рекомендациям врачей мы уже разработали видеоролики, которые мы пускаем 2 раза в день. То есть в 10 утра мы рассылаем по электронной почте, и в течение 15 минут каждый сотрудник может встать, повторить зарядку, то есть отвлечь от работы и тем самым еще подкрепить свое здоровье. Отлично. И в 15:00 также такая рассылка происходит. То есть такая непроизвольная, несложная гимнастика, но тем самым мы укрепляем здоровье наших сотрудников. Слушайте, это же еще и настроение поднимает. Конечно, да. Сидишь такой. Оп, раз, два, Великолепно. Ну, главное, чтобы всем места хватило. Это важная часть, когда ты делаешь. Да, потому что если, например, я здесь начну делать зарядку, то Астоль перестанет вести программу. Это сложное сочетание. Ну, слушайте, как интересно. С осторожностью, конечно. Вот, поэтому такая производственная гимнастика у нас введена, и другие организации уже интересуются, принимают опыт, и тем самым, наверное, мы задаем немного моду такую. Мне так интересно, что другие организации интересуются, они как бы смотрят на нас, как вы там делаете? Вот так вы делаете? Вот так вы это делаете? Давайте поделимся своими знаниями. Это ведь сплачивает коллектив. Ну, конечно, как бы, когда люди сидят за компьютерами, они не общаются, а тут, когда производственная гимнастика началась, музыка вроде все зарядились энергией, обсудили, у кого что не получилось. Это еще и между собой, и поговоришь о чем-то отвлеченном от работы, правильно же? Стоят, делают они такие гимнастику, и думают, зачем они нам эту гимнастику привели? Неважно уже, да, ведь люди общаются, они объединяются, это здорово. У вас, наверное, показатели производственные в любом случае выросли, каким-то образом за этим следите? Влияет ли вот подобное? Да, вот как раз-таки мы поэтому и сначала провели анализ, статистику такую и по состоянию здоровья, и по состоянию работы, и потом уже в течение, через год мы снова проверяем, как улучшилось, не улучшилось, возможно, поменять какую-то программу, в производственной гимнастике, больничных стало поменьше. Да, больничных стало поменьше. То есть мы вот эту статистику, конечно, ведем. Как бы это введено не просто так, а именно для результата. Невероятно. Но в планах участие и в последующих конкурсах, верно? Конечно, обязательно. Но у нас на предприятии проводится не только направлено на ЗОЖ, у нас очень много направлений, много мероприятий, которые направлены на творчество. Мы каждый год участвуем на фестивале «Безнагзаман». Да, это мы в курсе. Да, выигрываем. Это, насколько я знаю, вечная
чемпионы. Они туда приходят, и все остальные команды, господи, опять они пришли. Мы так хотели поучаствовать, нам просто надо будет посмотреть, как они выиграют. Без булдыраба. Да, мы стараемся держать планку, которую нам сами себе задали, и продолжаем ее держать. Также у нас мероприятие направлено на молодежную политику. У нас в этом году впервые прошло мероприятие «Молодежная премия. Энергия молодежи». Мы выиграли грант, который проводился Министерством молодежи. И при поддержке министерства провели этот грант. Здесь навстречу нам пошло и наше руководство. То есть не только те деньги, которые нам выделили именно с министерства, руководство всецело нас поддержало. Такое мероприятие прошло, очень всем понравилось. То есть мы выбирали по 7 номинациям по направлениям. Да. Нам сдавали папки, мы среди этих папок выискивали самых достойных, так сказать, претендентов на победу. 3 мы приглашали на торжественный вечер. В торжественном вечере у нас участвовало само руководство, приезжал генеральный директор. У нас генеральный директор такой, который всегда общается с молодежью. Это не только на премии молодежной премии. Это понятно. Да, каждый год у нас проводится форум. Он обязательно беседует с молодежью, спрашивает те вопросы, которые волнуют именно молодежь. Что это социально, да, касательно работы. Он всегда выслушает, запишет и потом обязательно даст ответ и улучшит. Да, это отлично, что у вас такой слаженный, дружный, прекрасный коллектив. Вперед и только вперед, и мы всегда с удовольствием будем освещать вот такие победы, и не только в этом конкурсе, но и в последующих, в любых, в других. Приходите к нам, всегда с удовольствием с вами пообщаемся. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, мы продолжаем, и теперь завершение предсказаний астрологов на сегодня. Ассоль. У весов могут появиться новые интересные идеи и планы. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью. Сегодня скорпионы могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей. Следует быть осторожнее в выборе нетрадиционного метода лечения. Не все средства, которые помогли другим, подходят для вас. Необходим медицинский контроль. У стрельцов ожидается спокойный день, когда можно добиться успеха в самых разных делах, если проявить настойчивость. А перед преградами, возникающими на пути, не отступайте. Знайте, что вы способны справиться с любыми трудностями. Ладно, все это меня чуть-чуть навело. Спорт, вот это все. Козероги окажутся в родной стихии. Начинается новый цикл, и это будет период закладки событий на будущее. Прилив энергии и оптимизм не дадут сидеть на месте. Будут благоприятными деловые контакты. Внешне обходительные, дипломатичные водолеи 23 марта могут упрямо и несговорчиво настаивать на своем. Многие будут сами страдать от своего упрямства и бесцеремонности. Не отчаивайтесь, буквально через несколько дней все вновь повернется к лучшему. То есть все в порядке. Ждем. Довольно удачный день ожидается у рыб. Не все будет получаться, но второй шанс достичь успеха обязательно будет. Главное не упустить его. Вторая половина дня порадует известиями от старых, знакомых, а также заманчивыми предложениями. Ну что, все на сегодня? Все на сегодня. А вот что вы увидите завтра. Завтра. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечаем в нашей программе. Яблоко как источник вдохновения. Готовим оригинальный пирог. Неделя началась, впереди ожидается самое лучшее, и только Ассоль. Знает, она мне уже сказала, что впереди еще будет тепло. Ой, потепление буквально на днях, притом хорошее такое потепление. Так что радуемся весне, радуемся всему, что нас окружает. И самое главное, берегите свое здоровье. Эту неделю с вами начинали Рустам Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Мы вас любим. Всем пока.